Ассаламу алейкум, Сюрдихилшу. Добрый вечер, дорогие телезрители и зрители. В эфире игра «Умнее всех». Я ее ведущий Мурат Шахидов. Напомню, что учредителем нашего проекта является Комитет правительства Чеченской Республики по делам молодежи, а также Министерство образования и науки Чеченской Республики, Чеченский государственный университет, Чеченский педагогический институт и телеканал «Грозный». Я объявляю о начале третьей игры сезона интеллектуального шоу «Умнее всех». Я хочу обратить внимание на новшество третьего сезона игры «Умнее всех». У наших участников в руках вот такие вот пульты, благодаря которым мы можем узнать, кто готов ответить первым. Ну а начнем мы с представления нашего сегодняшнего жюри. Итак, Зелимхан Усманов, ведущий специалист организационного отдела Министерства образования и науки Чеченской Республики. Хасан Габазов, ведущий специалист, эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи. Сегодняшние участники: Ваха Дакаев. Я Дакаев Ваха, приехал с Гудермесского района, с поселка Ойска, с 3-й школы. За меня сильно болеет моя учительница Маруса Уайсана, а также директор школы Саня Билалана. Сегодня я хорошо подготовился по предмету обществознания. Вахид Устарханов. Меня зовут Устархан Аваид, я из города Грозного, из гимназии номер 1. Всю неделю я готовился к этой игре, и за меня сегодня будут болеть все мои друзья, родственники, ну и, конечно, директор нашей школы, все учителя, ну и кто учится в нашей школе, мои друзья по школе. И Аминат Исраилова. Я Исраилова Аминат, приехала из села Алханкала. За меня болеет наш директор 3-й школы Мадина Жунидовна, наша классная руководительница Чапаева Зура Хасановна, а также мои родители и родственники. Я подготовилась по всем предметам, особенно по истории. А кто будет играть на каких дорожках, мы определим благодаря стартовым вопросам нашего жюри. Итак, пожалуйста. Вопрос у меня к вам следующий. Какой смертельной болезнью заболел Солженицын на 7-м году заключения? Ваха, пожалуйста. Какая Ваха, Гудермесский район, поселок Ойска, школа номер 3. Я думаю, это была опухоль, а там же в тюрьме его прооперировали. Правильно? Пожалуйста. Ваха, какую дорожку ты выбираешь? Я выбираю красную дорожку. Смело, пожалуйста, можешь встать на свою дорожку. Уважаемые участники, вопрос по истории. Александр Македонский во всех своих военных походах не расставался с одной книгой. Он хранил ее под подушкой вместе с кинжалом и считал, что ее изучение – хорошее средство для воспитания военной доблести. Как называлась эта книга и кто был ее автором? Исраилова Аминат, Грозненский район, Алханкалийская школа номер 3. Автором этой книги был Гомер и называлась она «Илиада». Правильно. Аминат, какую дорожку ты выбираешь? Я выбираю зеленую. Пожалуйста. Вахид, а твоя дорожка выбрала тебя сама. Пожалуйста. Вахид, сегодня желтая дорожка выбрала тебя сама. Ты рад или расстроен? Ну, я не могу сказать, что я расстроен, но скорее рад, потому что у меня есть шанс ошибиться. Готовясь к сегодняшней игре, сколько книг ты прочел? Ну, несколько книг, и, конечно, основной упор делал на книгу Солженицына Александра Исааковича. Аминат, на какой предмет ты сегодня рассчитываешь больше всего? На историю. На историю? Да. Сколько книг ты прочла по истории? Одну. Какую? Древний Восток. Ваха, безусловно, ты уже подходишь к концу обучения в школе, ты можешь выбирать профессию. Какую профессию ты выберешь и кем хочешь стать в будущем? Я
Я выбрал профессию архитектора. Мне нравится творческая деятельность. Я с детства люблю там, интересуюсь там высокими зданиями, разными интерьерами. Ваха, ты выбрал сразу красную дорожку. Первым у тебя была возможность выбрать дорожку, и ты выбрал красную дорожку. Почему? Ну, не знаю. Просто красная дорожка. Хочу испытать себя. Хорошо. Я вам всем желаю удачи в сегодняшней игре. С поддержкой аудитории. Удачи. А начнем мы с Вахида. Вопросы по истории. Внимание, слушаем. Одним из самых богатых и могущественных городов государства гейской культуры был древнегреческий город Микены, столица одного из государств ахейцев, расположенной в Арголиде, Южная Греция. В результате раскопок, проведенных немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1876 году, здесь были обнаружены дворец, циклопические стены, сложенные из огромных каменных глыб, дома ремесленников и толосы, шахтовые гробницы, поражающие необычайной пышностью и богатством, а также выяснена причина гибели Микен. Внимание, вопрос. Назови дату и причину гибели Микен. Вопрос ясен? Внимание, время пошло. Время вышло. Так, Вахид, в каком году и причину гибели Микен? Ну, к сожалению, дату я не могу назвать, но мне кажется, что это был какой-то катаклизм, возможно, извержение вулкана. Неверно. Адресуем вопрос аудитории, нашим теоретикам. Одним из самых богатых и могущественных городов государства гейской культуры был древнегреческий город Микены, столица одного из государств ахейцев, расположенная в Арголиде, Южная Греция. В результате раскопок, проведенных немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1876 году, здесь были обнаружены дворец, циклопические стены, сложенные из огромных каменных глыб, дома ремесленников и толосы, шахтовые гробницы, поражающие необычайной пышностью и богатством, а также выяснена причина гибели Микен. Внимание, вопрос. Назовите дату и причину гибели Микен. Алтамирова Анжела, Русмартановский район, село Кихискола, номер 3. Ну, я предполагаю, что причиной гибели было землетрясение, а дата, но я точно не помню, по-моему, 522 год до нашей эры. Неверно. Карбаев Курсун, Шаковской район, село Сарсо, Саш номер 1. Я предполагаю, что Микены, город Микены были разрушены после второй греко-персидской войны. В каком году? В 390-х годах до нашей эры. Неверно, присаживайся. Вазаров Хункарпаша, средняя образовательная школа номер 14 города Грозного. Микены погибли около 1200 года до нашей эры в результате пожара. Совершенно верно. Хункарпаша, у тебя 2 звездочки, да? Третья дает тебе такой вот орден. Давай поменяемся. Вахид, ты ответил неверно. Ну, желтая дорожка тебе позволяет это делать только 2 раза. 1 раз ты уже использовал. Делай свой шаг. Аминат, следующий вопрос тебе. Война коалиции ахейских царей во главе с царем Микен Агамемноном, вошедшая в историю под названием Троянская, завершилась около 1260 году до нашей эры взятием Трои. Согласно описанию, сделанного Гомером в Илладе и Одиссее, город испытал длительную осаду и был разрушен. Внимание, вопрос. Сколько лет длилась Троянская война и что стало ее причиной? Вопрос тебе ясен? Время пошло.
Время вышло. Вопрос, сколько лет длилась Троянская война и что стало ее причиной? Причиной Троянской войны, которая длилась около 10 лет, стало похищение царевичем, сыном Приама, царевичем Парисом, жены царя Менелая, Елены Прекрасной. Верно. Делай шаг. Следующий вопрос по истории. Ваха, тебе. Слушай его внимательно. В бессмертной поэме Гомера «Илиада», обращаясь к Ахиллесу, его лучший друг Патрокл говорит: «Сердцем жесток ты, отец тебе был не Пелей, конеборец, мать не Фатида, богиня. Рожден ты с сверкающим морем, твердой скалой, от них у тебя это жестокое сердце. Дай позволение мне облачиться в доспех твой прекрасный. Может, в битве меня за тебя принимая, троянцы бой прекратят». Вопрос. В чем причина такого обращения Патрокла к Ахиллесу? Вопрос тебе ясен? Да, ясен. Время пошло. Время вышло. В чем причина такого обращения Патрокла к Ахиллесу? К сожалению, у меня нет ответа. Хорошо. Адресуем вопрос нашим теоретикам. Сагаипов Сурхов, поселок Горгорск, школа номер 1. Причиной такого отказа Ахиллеса пойти в бой стало то, что царь похитил одну пленницу, которую полюбил Ахиллес. И, обидевшись на него, Ахиллес отказался вступить в бой, и без Ахиллеса эта армия не могла победить. И специально для того, чтобы выдать себя за Ахиллеса, и сказал Патрокл это Ахиллесу. Присаживайся пока. Накануне этого случая Ахиллес поздорил с руководителем греческих войск Агамемноном, который из-за раздела добычи, отсутствие Геракла, то есть отсутствие Ахиллеса, троянцы воспряли духом и начали теснить греков к морю. И положение греков было безвыходным, и к нему с просьбой обратился его друг Ахиллеса Патрокл. Он подошел к нему и сказал: «Ахиллес, у тебя вражда с царем, но из-за этого гибнут наши войска. Дай обучиться мне твои доспехи, чтобы троянцы подумали, что это ты, и чтобы наши войска воспряли духом». Правильно. А мы переходим к вопросам по обществознанию. Вахид, вопрос тебе. Слушай внимательно. Конфликт. Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторонами, конкретными лицами или социальными группами. Каждая сторона делает все, чтобы была принята ее точка зрения и цель, и мешает другой стороне делать то же самое. Чаще всего конфликт ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и тому прочее. Однако в настоящее время ученые все больше склоняются к мысли, что конфликты могут нести пользу для общества. Поэтому можно выделить и позитивные функции конфликта. Вахид, перечисли позитивные функции конфликта. Вопрос ясен? Время пошло. Время вышло. Вахид, называй позитивные функции конфликта. Ну, в вышеуказанном определении было сказано, что конфликт является еще как таковым спором.
Вот, есть такая пословица, что в споре рождается истина. То есть, когда противостояние двух сторон, и мы можем узнать в противостоянии этих двух конфликтов, можем узнать точку зрения, которая является правильной. Раз, два, я считаю, что во время того, как две стороны поставят свои какие-то интересы или какие-то мнения свои выдвигают, то мы на основе вот этого конфликта можем получить консенсус, на основе консенсуса, которого будет уже и идеальная точка зрения, то есть, который будет устраивать как других, и как этих, так и других. То есть все-таки два пункта. Это рассуждение. Неверно. Адресуем вопрос нашим теоретикам. Позитивной функцией конфликта является то, что при конфликте получается разрядка напряжения в обществе. Также общество сплочается воедино против внешнего врага. Также позитивным стороной конфликта является то, что, например, восстание против угнетения и борьба за свободу. Пока присаживайся. Махмудова Дагмара, гимназия номер 2, город Грозный. У конфликта есть положительные стороны, то есть конфликт может служить стимулятором, конфликт может служить, конфликт как атрибут конкуренции может выявить более подходящие, более выгодные для общества пути разрешения. Конфликт, как уже было сказано, также является разрядкой общества. Неверно, присаживайся. Хорошо. Ответа нет. Внимание, правильный ответ. Можно выделить следующие позитивные функции конфликта. Коммуникативную функцию. В ситуации конфликта люди или другие субъекты социальной жизни лучше осознают как свои стремления, желания, цели, так и желания и цели противоположной стороны. Благодаря этому позиция каждой из сторон может как укрепиться, так и трансформироваться. Вторая функция – функция разрядки напряжения. Выражение своей позиции, отстаивание ее в противоборстве с противником является важным средством выражения и выплеска негативных эмоций, что также может привести к нахождению компромисса, поскольку эмоциональная подпитка конфликта исчезает. Третья функция – консолидирующая. Конфликт может консолидировать общество, так как открытое столкновение позволяет сторонам конфликта лучше узнать мнение и претензии противоположной стороны. Вахид, ты ошибся. Второй раз на желтой дорожке это делать можно. Делай шаг. Аминат, следующий вопрос тебе. Слушай внимательно. Образование. Образование – это иерархически организованная система. Оно предполагает, что любой человек, получающий образование, должен пройти через несколько этапов, на которых он получает качественно разные знания. Только пройдя все эти этапы, можно стать полноценным членом общества. И в этой иерархической системе выделяют общие и профессиональные типы образования, каждый из которых имеет свои цели. Определите цели общего и профессионального типов образования. Вопрос тебе ясен? Время твое пошло. Время вышло. К сожалению, у меня нет ответа. Вопрос адресуется теоретикам. Дайте определение цели общего и профессионального образования. Махмудова Дагмара, гимназия номер 2, город Грозный. Целью общего образования является привитие минимума знаний, необходимых человеку для его успешного функционирования и жизни в обществе. Тогда как целью профессионального образования является привитие знаний, необходимых ему для определенной деятельности, чтобы он выступал не только как потребитель, но и как созидатель и создатель. Правильно. У тебя 2 звездочки, третья дает тебе вот такой вот орден. Я тебя поздравляю, у тебя 1-й орден.
Аминат, ты не смогла ответить на вопрос, но на зеленой дорожке можно это делать один раз только. Делай шаг. Переходим к вопросам по литературе. В книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть такие строки. Когда теперь бронят произвол культа, то упираются все снова и снова в настрявшие 37-38 годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни до не сажали, ни после, а только вот в 37 и 38 годах. Не боюсь, однако, ошибиться, сказав «потом». 37-38 не единственным, не был, не даже главным, а только, может быть, одним из 3 самых больших потоков, распиравших мрачные, зловонные трубы нашей тюремной канализации. Назовите 2 остальных потока. Вопрос ясен? Время пошло. Досрочный ответ, да? Пожалуйста. Дело в том, что в своей книге Александр Исаакович говорит о 3 основных потоках. Если мы говорим о потоке 37-38, о таком самом известном, то это можно назвать серединным потоком. Он как раз посередине между 2 остальными. Первый поток, так называемый ленинградский, 29-30 года, это поток, в котором отправляли политических заключенных. А последний, 44-46 года, не последний, но один из 3 основных. Я даже попытаюсь процитировать. Он сказал: спросите крымского татарина или чеченца о 37-38, он вам скажет, что он не знает, но он знает о 44-м, 46-м годе. Вот эти 3 основных потока. Правильно. Значит, делай шаг. Аминат, следующий вопрос в литературе тебе. В развитии Непманского потока есть твой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы еще нет никакой. С конца 1929 года начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового золотого потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чем не винит и готова не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, изнемогают следователи, а пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение. Кого сажают в золотом потоке? Вопрос ясен? Ясен. Время пошло. Время вышло. Ответ? Ответ есть? За 58 статью, по 58 статье Какая? Что значит 58 статья? сажали за измену родине. Хорошо. За измену родине. Неверно. Вопрос адресуется теоретикам. Кого сажают в золотом потоке? Якубов Ломали, Сунжский район, станица Асиновская школа номер 1. Я смеюсь предположить, что в золотом потоке сажали государственных деятелей, чиновников. Присаживайся. Халимов Асаб, село Серженюр, СОШ номер 2. Я считаю, что во время золотого потока сажали кулаков, их раскулачивали и брали имущество их государства. Присаживайся. Неверный ответ. Дакая Лава, Гудермесский район, поселок Ойса, школа номер 3. Я думаю, что их сажали архитекторов в то время. Неверный ответ. Внимание, правильный ответ. Всех, кто когда-то 15 лет назад имел дело, торговал, зарабатывал ремеслом, с большой надеждой сажаются, конечно, зубные техники, ювелиры, часовщики. Именно ты ответила неверно. 2 раз. На зеленой дорожке этого делать нельзя. Пожалуйста, присоединяйся к теоретикам. Ты становишься теоретиком. Переходим к вопросам по истории. Вахид, внимательно слушай. В поэме Гомера «Одиссея» описано возвращение с Троянской войны царя Итаки.
Заблудившись в морских путях, Одиссей и его спутники пристали к острову одноглазых великанов-циклопов. Высадившись на берег, греки увидели большую пещеру и вошли в нее. Вскоре появился со своим стадом коз и овец хозяин пещеры. Загнав стадо в пещеру, он завалил вход обломком скалы. Однако греки смогли хитростью освободиться из плена и покинуть остров. Вопрос. Кто был отцом циклопа-великана, пленившего греков, и как его звали? Вопрос ясен? Ясен, я могу ответить сразу и сказать, каким образом. Хорошо, пожалуйста. Если я не ошибаюсь, отцом этого циклопа был брат верховного бога Зевса, бог Посейдон, бог морей. А греки выбрались таким образом, что они... Циклоп выпускал свое стадо на пастбище. А, собственно, Одиссей всех своих, так сказать, воинов привязал, если так можно сказать, к баранам. Хитрости вышли, он выколол ему глаз, и когда он сказал, как тебя зовут, он сказал, я сам. И когда великаны услышали крики и сказали, кто тебя покалечил или нанес себе обиду, тот кричал, я сам, и поэтому они отправились в погоню. Правильно, Вахид, делай шаг, и ты становишься победителем сегодняшней игры. Мы тебя поздравляем. Что ты скажешь нашим теоретикам сегодня? Расскажи о своих впечатлениях. И какой вопрос тебе больше всего понравился? Своим товарищам теоретикам я хочу пожелать удачи и сказать, что надо всегда настраиваться на победу, потому что, к сожалению, первых своих два вопроса я не знал, а вопросы соперников знал. И надеялся, что все-таки в конце, может быть, будут вопросы, которые я знаю, но мне повезло. Впечатление от игры, нервная была игра, потому что и первые две ошибки, и третья ошибка могла прекратить эту игру. Все понравилось, вопросы были хорошие, понравился, конечно, последний вопрос и вопрос про причину войны греко-троянскую. Хорошо, спасибо за теплые слова. Присоединяйтесь к теоретикам и переходим к игре «Вопросы теоретикам». Вопросы по истории. Внимание! Эта форма социально-экономической и политической организации общества в виде городов-государств зародилась в Древней Греции. Население таких городов составляли полноправные граждане, каждый из которых имел право на землю, собственность и политические права. Другая часть населения, метки, перееки, вольноотпущенные и рабы, не имели гражданских прав и не проживали в городе. Вопрос. Как называлась такая форма политической организации общества? Урус-Мартановский район, село Кихи-школа номер 3. Эта форма управления государством называлась демократия. Неверно, присаживайся. Аслханова, Мадина, Натеричный район, Карагорская 2 школа. А такая форма государственного устройства называлась полисами. Правильно. У тебя 2 звездочки, 3-я дает тебе вот такой вот орден. Поздравляю. Следующий вопрос. Расскажите, откуда появилось выражение «драконовские законы»? Это выражение появилось от имени царя Драко, у которого были свои законы, которые очень знамениты в связи с их жестокостью крайней и порой абсурдностью. Как звали царя? Дракон. Как? Дракон. Правильно, тебе звездочка. Следующий вопрос. В 594 году до нашей эры архонтом Полимархом Афин стал Солон, причисленный к 7 греческим мудрецам. Придя к власти, он провел политические и экономические реформы. Солон отменил некоторые жестокие законы Драконта, разделил всех граждан Афин на 4 разряда по их имущественному состоянию, разрешил вывоз оливкового масла и запретил продажу хлеба за границу. Однако среди проведенных им реформ на первом месте стоит сейсахфия – страхивание бремени. Вопрос. Скажите, в чем суть сейсахфии? Аздамирова Анжела, Урус-Мартановский район, село Кихи-школа номер 3.
Смысл в этом заключался, когда правил архонт, он ставил на земли тех, кто задолжал государству, долговой камень. И поэтому люди переживали по поводу того, что стоит камень, из-за этого их могли взять у них, в рабство взять их. И Солон отменил это, он убрал камни со земель этих граждан. Правильно. Следующий вопрос. Территория юго-восточной части полуострова Пелопоннес, называемая Лаконикой, долгое время была объектом борьбы дарийцев, пришедших с севера и местного населения. Их многолетнее противостояние закончилось созданием спартанского государства. В Спарте были созданы такие органы, как Апелла, Народное собрание, Геруссия, Совет старейшин, Афорат, коллегии высших должностных лиц. Помимо этого, спартанцы избирали и 2 царей. Вопрос, почему спартанцы избирали себе 2 царей? Базаров Карпаша, средняя образовательная школа номер 14 города Грозного. Почему выбирали 2 царей? 2 царей выбирали потому что один царь должен был идти в поход, чтобы отстаивать честь своего государства, а другой царь должен был оставаться в своем государстве, чтобы управлять этим государством, чтобы в государстве соблюдался порядок. Правильно. Переходим к вопросам по общесознанию. Внимание, вопрос. Социализация – процесс формирования личности, в ходе которого человек усваивает умения, образцы поведения и установки, свойственные его социальной роли. Этот процесс не следует понимать как механическое перенесение извне вовнутрь, поскольку в ходе социализации человек преобразует ценности своего окружения в свои собственные. Социализация имеет 2 основные формы, выбор между которыми во многом зависит от биологических и психологических особенностей человека – адаптация и интеграция. Дайте определение этим формам социализации. Адаптация и интеграция. Дайте определение. Адаптация – это приспособление общества к тем или иным условиям, приспособление человека к тем или иным условиям, которые его окружают, условиям как природным, так и общественным. А интеграция – это, например, когда культура твоего народа набирает популярность в мире, и ее принимают и в других государствах. Ответ неверный. Адаптация, как было уже сказано, это привыкание к человеку, приспособление человеку к новому обществу, к каким-то понятиям языка, то есть социальным каких-то нормам новым. А интеграция – это когда что-то новое уже входит в общество, и, если можно сказать, интеграция человека в общество, когда человек уже становится частью этого нового общества. Так. Неправильно. Внимание, правильный ответ. Адаптация – это пассивное приспособление к среде, в результате которого личность действует в соответствии с ее требованиями, нормами и ценностями. Интеграция – активное взаимодействие личности со средой, в результате которого не только среда оказывает влияние на личность, но и личность изменяет среду. Следующий вопрос. Форма культуры. Существует такая форма культуры, выработанная членами какого-то сообщества, обязательным признаком которого является оппозиционность. Назовите такую форму культуры и дайте ей определение. Насуханов, Чалинский район, село Серженюр, средняя школа номер 2. Это контркультура. Контркультура обозначает такую субкультуру, которая не только отличается от доминирующей культуры, но и противостоит и находится в конфликте с господствующими ценностями. Совершенно правильно. Следующий вопрос. Виды культуры. Как правило, культура бывает материальной и нематериальной. Материальная культура представляет собой совокупность предметов национального достояния. Это изобразительное искусство, литература, музыка и так далее. Огласите элементы нематериальной культуры. Такая Гудермесский район, поселок Ойска, школа номер 3. Под духовной культурой подразумеваются традиции, обычаи, религия,
его внутренний мир, как бы, то, что для него ценно, но нематериально. Огласите элементы нематериальной культуры. Религия, традиция, обычаи, нравы. Присаживайся. Неверно. Аздамирова Анжела, Урус-Мартановский район, село Киевского, номер 3. Мне кажется, элементы нематериальной культуры — это, например, стихи, песни, нет? Так, что это такое? Ну, они материальной ценности не несут, мы не можем... Стихи, песни, что это такое? Присаживайся, неверно. Хорошо, правильного ответа мы так и не услышали. Зачитываю правильный ответ. К основным нематериальным элементам культуры относят ценности, признанные всем обществом или большей его частью, представление о том, к каким целям должен или может стремиться человек, а к чему он стремиться не должен. Второе. Нормы. Правила и стандарты поведения, которым должен следовать человек, если он разделяет систему ценностей культуры. Третье. Обычаи. Установившиеся схемы, паттерны, поведения или культурные привычки. Четвертое. Этикет. Совокупность правил поведения по отношению к другим людям, включающие особые традиции, ритуалы и нормы, которые были выработаны обществом или его частью и могут иметь религиозное, философское или какое-то другое обоснование. Как правило, этикет характерен для высших слоев общества. Пятое. Язык. Совокупность знаков, используемая членами общества для коммуникации, а также в рамках вторичных моделирующих систем. В художественной литературе, поэзии, ритуальных текстах и так далее. Шестое. Обряд. Совокупность коллективных действий, воплощающих в себе определенные представления ценностей данного общества и вызывающих у всех носителей данной культуры аналогичные чувства. Такие чувства могут носить коллективный характер. Переходим к вопросам по литературе. Внимание! Через всех перекатился и хлынул в 29-30-х годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик и не вместила бы даже развитая сеть следственных тюрем, к тому же забитая золотым потоком. Но он миновал ее, он сразу шел на пересылки в этапы в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Раздувание хлесткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян, крепких в хозяйстве, крепких в труде, даже в убеждениях. Что же на самом деле означало в русском языке слово «кулак»? Ну, изначально само понятие «кулак» было негативным для самих крестьян, потому что это был, помимо того, что зажиточный крестьянин, имеющий в себе много наемных рабочих, батраков, он был еще и ростовщиком, если так можно сказать, то есть давал деньги под проценты. И под огромные проценты, что и впоследствии давало ему право держать остальных в кулаке. Правильно. Как в книге Солженицына описано, Сухановка – тюрьма в МГБ для политических заключенных. Тюрьма Сухановка была сделана таким образом, чтобы лишить политзаключенных всех, даже тех минимальных потребностей человека, которые могли им быть нужны. В самой тюрьме места были, в которых жили сами политзаключенные, были очень тесными, что ночью, да, когда они спали, там начиналась духота, и людям было очень тяжело. Им иногда начальство специально подсыпало в шею, чтобы они кусали, и тем больше они страдали. Иногда к ним подсылались, чтобы между ними был конфликт, подсылали блатных, то есть уголовников, которые издевались над политзаключенными. И
Политзаключенные не могли сопротивляться, так как за блатных вручалось начальство тюрьмы. Правильно. У тебя есть 2 звездочки, 3-я дает тебе орден. 2-й орден. Сухановка – это та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ее пугает нашего брата. Ее имя выговаривают следователи со зловещим шипением. Суханов. Это бывшая Екатеринская пустынь. 2 корпуса, срочный и следственный из 6-8 келей. Везут туда воронками 2 часа. И мало кто знает, что тюрьма эта в нескольких километрах от горок Ленинских. Следующий вопрос. 58-я статья не составила в кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она политическая. Нет вместе с преступлениями против порядка, управления и бандитизмом, она сведена в главу преступлений государственных. Из скольких пунктов состояла и какой приговор подразумевала эта статья? Бессултанова Зарина, город Урус-Мартан, 7-я школа. Эта статья, 58-я статья, состояла из 14 пунктов. Правильно. Наказание, ссылка, расстрел. Правильно, правильно. «58-я статья состояла из 14 пунктов. Пункт 1А, 1Б, 1В и 1Г карались расстрелами, измена Родине. Остальные пункты – срок заключения от 10 до 25 лет. Вопрос следующий. В конечном итоге, на сколько лет был осужден и сослан Солженицын? Исраилова Аминат, Грозненский район, Ханкалинская школа номер 3. Я предполагаю, что он сидел в тюрьме 15 лет. Присаживайся. Правильно. Внимание! Правильного ответа мы так и не услышали. Я зачитываю правильный ответ. 8 лет исправительно-трудовых лагерей на Соловках и 3 года ссылки. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю игру. Мы увидимся ровно через 1 неделю. С вами был Мурат Шахидов. До новых встреч!